В России стартовал новый тематический год. Это год театра. Чем он будет наполнен? Чему будут отданы приоритеты? Какие интересные события пройдут год театра? Не только в России, а в первую очередь у нас в республике. Мы поговорим с первым заместителем министра культуры и духовного развития Владиславом Валерьевичем Левочкиным. Доброе утро. Доброе утро. Итак, скажите, почему именно этот год объявлен годом театра? Ну, год театра – это, конечно, возможность для всей театральной общественности обозначить значимость театрального процесса в России. Россия – это исторически сложилась театральная страна, и наша республика является, ее называют театральной державой, конечно, настолько, насколько развито у нас театральное искусство, мало таких субъектов Российской Федерации, и одна из причин, почему вот государственного советника Андрея Исаевича Борисова включили в состав федерального комитета, именно признание заслуг нашей республики в развитии русского театра. И действительно, очень ждали театральные деятели этот год, и мы надеемся, что он привлечет внимание широкой общественности с тем, чтобы действительно и повысилась посещаемость, и у нас очень много народных коллективов, народных театров, порядка 50 коллективов, которые работают по всей республике. Это не только возможность принимать участие в качестве зрителя, но и возможность самим выходить на сцену, выступать и развиваться творчески, и как одаренная личность, как уникальный человек. Какие планы, у вас на этот год? Что планируете сделать? Во-первых, прежде всего, конечно, это открытие театрального марафона, который состоится завтра во Владивостоке, и делегация театральных деятелей во главе с Андреем Исаевичем, с участием Юрия Степановича Куприянова, выехали во Владивосток, и надо сказать, что, опять же, специально пригласили для участия в церемонии открытия. Организаторы пригласили наш театр Аланхо. Театр Аланхо первым выступает. Он делает церемонию благословения театрального марафона. И любой желающий сможет увидеть в прямом эфире на телеканале ВГТРК завтра в 19:45 ориентировочно начало этого события. Это по якутскому времени, да? Или по мне кажется, по местному, скорее всего. Да, скорее всего, по местному. И этот театральный марафон, он охватит всю страну. Надо сказать, что эта идея тоже принадлежала Якутии. Андрей Савич стартует в Владивостоке и далее по городам, да? Да, к нам приедет чукотский ансамбль, который привезет свой спектакль. Это состоится с 14 по 16 февраля на сцене Русского драматического театра, ансамбль «Эргарон». А далее наш Русский драматический театр тоже примет символ театра, года театра и передаст его Чите. Также в феврале, получается, с 17 по 21 февраля он покажет свои лучшие спектакли на сцене Читы. Сколько постановок новых планируется в год театра нашими труппами? Наши театральные коллективы подготовили много интересных, значимых постановок. Фактически, в каждом театре это будет порядка 4-5 наименований. Это, конечно, ежегодно мы проводим такую работу, но в этом году у нас, конечно, больше возможностей, поскольку правительство поддержало идею выделения отдельного финансирования на новые постановки, на новые события в театральной жизни. У нас появится несколько новых фестивалей театральных, в том числе по оперному искусству, и будет очень активная гастрольная деятельность, обменные гастроли с другими регионами. К нам приедет, допустим, Московский театр имени Вахтангова. Наши театры тоже выедут во многие регионы, во многие субъекты, в наши братские республики, с которыми у нас долгие театральные тоже контакты. Как часто вообще гастролируют наши? Наши театры сейчас получают очень большую поддержку со стороны федерального агентства. Есть отдельная программа у федерального агентства по поддержке гастрольной деятельности, которая инициирует обменные гастроли. То есть к нам приезжают театры, выступают на сценах наших театров, наши театры выезжают, выступают там. Это особая форма поддержки, которая предусматривает затраты по переезду, по перелету, провозу багажа и выплате гонорара. Спасибо большое, Владислав Валерьевич, что этим утром подошли к нам в студию. Хочется действительно, чтобы год театра стал значимым событием и у нас в республике, и в целом для страны. А театры стали на новую лесенку и развивались уже в современном обществе с новыми технологиями. Спасибо. Приходите, пожалуйста, идеями. к нам. Обязательно. Спасибо. Огромное спасибо за участие. Удачи вам и отличного дня.